Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто постоянно нервничает из-за вас? Давайте посмотрим, кто это человек, либо кто эти люди. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие, хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, вот прям аж ноги подкашиваются из-за вас. Ну надо же. Это же вы как людей довели. Так, ну что, здесь не один персонаж. Опять же, отсыпка у нас общая. Возможно, у кого-то отыграются все персонажи, которые я здесь вижу, но у кого-то частично. Давайте начнем с мужчины. Мужчина, у которого подкашиваются ноги в вашем присутствии. Этот мужчина очень в вас влюблен. И этот мужчина сам не свой из-за вас. Он нервничает, когда вы рядом. Когда вас рядом нет, он прям такой: все, я буду за ней ухаживать, я ей расскажу о своей любви, я позову ее на свидание. Но как только вы показываетесь, приближаетесь, у мужчины начинают скулы сводить, в животе урчать, и ноги ватные становятся. И он ничего с собой поделать не может. Он не может к вам подойти. Он не может признаться в своих чувствах. Он ничего не может. Очень сильно психует сам на себя из-за этого. Тут уже мужчина и пытался алкоголем как-то тонизировать, приводить себя в чувство. Ничего не помогает. От алкоголя еще хуже стало. От алкоголя он прям плывет, и так страшно, прям робеет, стесняется. Вы такое впечатление на него производите, неизгладимое. Вы самая красивая женщина из тех, которых он вообще в принципе в жизни видел. И вот так сильно к вам тянет, безумие, просто безумие. С ним никогда и ни с кем, с другими женщинами, я имею в виду, никогда такого не было. И вроде он не мальчик, да, вроде и опытный мужчина, но переклинивает его: хоть ты плачь. Хоть ты плачь, понимаете, может и плачет даже там где-нибудь дома сам собой. И говорит: какой же я дурак, почему я не могу подойти, да что у меня с организмом происходит, почему тело подводит. А оно действительно подводит. Вот настолько он сильно впечатлен вами, вот настолько вы ему прям в кровь попали, что он робеет, он теряется, и он ничего с собой поделать не может, вот когда вас видят. С этим мужчиной вы не так часто встречаетесь, но где-то вы соприкасаетесь, где-то вы встречаетесь. Может быть, работаете в соседних офисах, может быть, этот мужчина какой-то заказчик, клиент, например, там иногда заходит. Может быть, вы клиентка, либо заказчица. Может быть, где-то еще вы пересекаетесь, там в банке, в поликлинике. Вот где-то у вас проходят эти свидания. Он всегда вас так ждет, он прям так волнуется, и каждый раз говорит: вот все, я сегодня просто обязан к ней подойти, я просто обязан сказать о своих чувствах. Но только лишь вы появляетесь, и все, и ножки ватные, и язык к небу приклеился, и ничего с собой поделать не может. Надо отдать должное, мужчина, он как бы хоть и опытный, но не развратный. И для мужчины это действительно все очень и очень серьезно. То есть на минуточку представьте, как сильно он чувствует к вам любовь, как сильно любовь проходит по всем его жилам, что вот он так на вас реагирует. У этого мужчины явно за спиной отношения, возможно, даже и брачные отношения. В сегодняшнем дне он один, свободен, никому ничем не обязан, да, живет свою жизнь. И вроде все у него очень даже неплохо. Плохо, потому что нет вас рядом, потому что он не может с вами заговорить, потому что он не может вас позвать на свидание, да, выпить чашку кофе не может позвать. Возможно, вы с ним знакомы. Знакомы так, знаете, постольку-поскольку, да, как имя знаете, привет, пока, но не более того. И вы даже не догадываетесь, насколько сильные чувства переполняют этого мужчину, и что с ним происходит, как сильно он нервничает, когда вас видит. Но с другой стороны, каждый раз, когда он вас видит, это момент наивысшего счастья. Вот как чудо в жизнь приходит, появляетесь вы, и он забывает о всех своих проблемах,
и просто вот блаженствует в этот момент. Ну, единственное, что вот не может к вам подойти. Я не знаю, как долго будет с ним такое продолжаться, не могу вам точно сказать, но развязка точно будет, и мне почему-то идет, что этот мужчина к вам в дом придет. Ну, в прямом смысле слова, придет к вам домой, и, может быть, это будет уже как последняя капля, да, ну, потому что вот так на улице где-то, либо в каком-то помещении, либо где-то там, где вы встречаетесь, потому что он стесняется, так он себя настроит, что все, вот я звоню в дверь, дверь открывается, я должен что-то говорить. Но вот мне идет, что, видите, в дом он приходит к вам, может, будет предлагать, либо узнает, что вам какая-то помощь нужна, и он принесет вам эту помощь, либо сам придет помогать. Вот войдет в дом, и уже в этот момент все между вами встанет на свои места. Даже, наверное, ему и говорить особо ничего не нужно будет. Вы по внешним как признакам, да, вот как он будет там смотреть на вас, как на богиню, вы поймете, что мальчик готов, да, мужчинка готов. Полностью как прожарился, да, созрел. Неплохой он мужчина, неплохой. И вот, смотрите, я вижу, что он так себя ведет только в отношении с вами. Все другое для него прям на изи, спокойно, он все делает, он никогда там не робеет, не стесняется, не нервничает. Человек в себе уверенный, человек знающий, умеющий, то есть там даже какие-то более сложные ситуации в жизни он очень спокойно воспринимает, у него этот покер-фейс, да, то есть ни один мускул не дергается. Но только вот с вами вот такая осечка у него. Ну вот так любовь действует, так любовь, ну, гормоны там, наверное, повышает, либо понижает. Я как бы не специалист в этом, не могу сказать. Ну, такой будет действительно любить, пылинки будет сдувать. И единственное, что вот он как будто бы настолько вот как покладистый, послушный, да, что немножко будет как-то неинтересно с ним. Если вы женщина горячая, если вы любите там страсти, эмоции, там надрывы, перчик любите, да, то, наверное, как-то пресновато будет с таким мужчиной, который вам буквально в рот заглядывает, робеет, стесняется и не может слова сказать. Но, с другой стороны, если вы как раз-таки такие отношения ищете, ну, вот, пожалуйста, мужчина уже готов. Да, нервотрепка еще та у него. Как заставить себя с вами заговорить, либо как заставить себя вас позвать на свидание, там куда-то пригласить. Интересный, конечно, персонаж. Интересный. Вы, кстати, этого человека считаете очень замкнутым и молчаливым. И у кого-то еще отыграется, что, возможно, вы про это с кем-то говорили, и вам говорят, да нет, ты что, он нормальный, он классный, он веселый. Вы такая, кто он? Нет. Он такой, прям глаза отводит, в глаза не смотрит, там что-то мычит себе под нос. То есть у вас такое мнение о нем сложилось, да? Ну, потому что у него нервишки сдают, когда он вас видит. Так, ладно. Что будет, то будет. Вот он к вам в дом придет. Дальше, кто из-за вас постоянно нервничает? Ну, тут женщина из-за вас нервничает. Вы для нее боль всей ее жизни. С этой женщиной у вас то ли конкуренция, то ли вы соперницы. Но опять же, вы можете конкурировать и соперничать как и в личной жизни, так и, например, там, в бизнесе, на работе можете соперничать. Может быть, в принципе, среди там, общих знакомых, да. То есть ей все время хочется быть вот такой вот принцессой, да, чтобы не было там равных, чтобы никто на нее тень не бросал. А вы, например, не хотите быть принцессой, вы ничего не делаете, вы просто живете свою жизнь, но при этом люди больше тянутся к вам. Либо вас считают красавицей, вас считают стильной, интересной, профессиональной, да, а к ней как бы постольку-постольку. Она, кстати, очень навязчивая барышня, прям навязывается, за руку может схватить, может там, знаете, а вот пообещай, поклянись, там такое вот говорить. И вот она всегда нервничает по поводу вас и по поводу того внимания, которое вы получаете. Ей кажется, что вы действительно сломали жизнь. Вот вы появились на свет, и все, вы ей сломали жизнь. Вот если бы вас не было, то она бы смело надела корону, ее бы носила, ей бы красовалась. А поскольку вы есть, корона ей недоступна, да, потому что эта корона, она все-таки над вами находится. И это не вы сами на себя корону надеваете, как я уже сказала, это люди видят вас действительно принцессой, королевой. Людям вы больше нравитесь, чем эта женщина. Причем в разных сферах, да, вот я уже говорила, у кого-то на работе, у кого-то в бизнесе, у кого-то в социальных там всяких вещах, там общение, коллектив. И также может быть семья и личная жизнь. Вот.
вы для нее боль. И еще я вижу, что эта женщина каким-то способом пыталась, ну, либо испортить вашу репутацию, ну, либо магическим путем навести на вас какой-то негатив. Причем, скорее всего, пыталась не один раз. И сколько бы она ни пыталась, все равно у нее ничего не получается. И это ее просто убивает. И она такая, ну как так, ну почему, ну за что? Ну я такая несчастная. Нервничает она, когда вы, например, вас кто-то хвалит, либо вы там какую-то новую одежду одели, либо вы, ну вот как-то решили успешно, удачно там вопрос, задачу. Она всегда нервничает, потому что она понимает, что вы набираете баллы, а она как бы катится в тартарары. Ей, конечно, это больно, как серпом по сердцу, да. Но с другой стороны, вы вообще ее не замечаете. Ну, может быть, и замечаете, но вам кажется, что она какая-то глупая и смешная. Вот. А она же видит в вас прям серьезную помеху, да, своей жизни, своему будущему, видит в вас врага. Но вы в ней врага не видите. Просто считаете, что она какая-то немножко не от мира сего, да, с вавкой в голове, вы ее даже как-то жалеете, да, думаете, да, ну, не хочу руки пачкать. То есть, если бы вы хотели, вы бы ее, там, не знаю, там, одной рукой бы в порошок стерли. Но вам это не надо, вы не такой человек. Нет, понятно, что если она перейдет ваши границы, то вы, конечно, ее не пощадите. Вы никому не позволите нарушать ваши границы. Но она трусиха, и она этого не сделает. То есть открыто она с вами не будет там не выяснять отношения, не драться, не сражаться. Не будет никогда этого делать. Вот. А подпольная эта деятельность, когда она пытается кого-то настроить против вас, либо пытается кого-то негативно на вас навести, это да, это имеет место быть. Но вы про это точно не знаете, может, в принципе, вам это не интересно. Живете свою жизнь, а она все время нервничает. А еще мне кажется, что эта женщина, она даже на каких-то таблетках сидит по поводу вас, ну, из-за вас. То есть успокоительные, скорее всего. Ну, у кого-то другое успокоительное в виде горячительных напитков. Ненормальный человек, сам себе выбрал такую жизнь и судьбу. Нет бы спокойно жить, у других учиться, у более успешных людей, как вы, учиться. А она решила конкурировать. Ну, не знаю, ничем хорошим это не закончится. Ничем хорошим для нее это не закончится. Дальше, мои хорошие, из-за вас постоянно нервничает кто-то с вами родной по крови, я так понимаю, да, может быть, это кто-то из ваших родителей, может быть, оба родителя, может быть, это ваши дети, может быть, это братья либо сестры. Кто-то считает, что вы такой человек, но вот вас нужно там спасать, вам нужно помогать, что вы там как-то страдаете, плохо живете, что вас кто-то обижает. Вот какие-то такие мысли, да, и, возможно, вы там работаете, поздно возвращаетесь, одна идете там через темные улицы, переулки, и вот постоянно кто-то за вас переживает очень сильно, из-за этого нервничает. Ну вот как родная кровь мне идет. Может быть, вы не так часто общаетесь со своими родителями. Может быть, ваши родители подозревают, что вы от них что-то скрываете. Здесь вот именно переживание, может быть, вы понимаете, о ком я говорю, а может быть и не понимаете, но явно из-за вас переживают и нервничают именно люди с вами родные кровью. Так, еще у кого-то муж показан. Муж, который очень сильно боится, что вы его бросите. Возможно, у вас уже были прецеденты к этому, да, может, вы там ссоритесь, ругаетесь, может быть, открыто ему говорите, что будешь таким дундуком, я от тебя уйду. Да. Еще одна там ошибка, и все, и вылетишь, как пробка из бутылки. Может быть, вы очень яркая, красивая женщина, а мужчина у вас такой, ну, не очень невзрачный, скажем так, серенький. Вот. Может быть, вы очень общительная, а этот мужчина, ваш муж, он, не знаю, в командировках постоянно бывает. Он очень боится, что вас кто-то заберет и уведет. И, конечно, нервничает, когда вы на работе задерживаетесь, когда он в командировку едет, либо вы в командировку едете, когда вы там очень красивая на работу идете, либо с подружками погулять, да, вот он очень нервничает, и у него прям под ложечкой подсасывает. Хочется вас уберечь от всего мира, вернее, от мужчин, да, от мужской половины мира. И хочется, чтобы вы вот прям никогда ни на кого его не променяли, чтобы ни на кого не смотрели,
не знаю, одеть вас в шапку-невидимку, да, чтобы другие мужчины вас не видели. Хочется, чтобы вы только для него цвели. Ну, такой вот ревнивец. Может быть, это патологическая ревность, может быть, это, опять же, вызвано какими-то прошлыми событиями. Ну, вот есть такой момент. Есть. Ревнует муж у кого-то. И нервничает по поводу вас. Дальше, мои хорошие. У вас есть какая-то особенность. Вы ложь чувствуете, либо вы такой человек, вы всегда все ставите под сомнение и задаете неудобные вопросы. И нервничают те, кто пытается обмануть, либо те, кто пытается вот, носить маски. Это не один человек, это могут быть разные люди. В разных сферах, например. Да, вот человек пытается вас обмануть, а вы такая, угу. А это что значит? А это почему? А это для чего? Да? Вы начинаете задавать неудобные вопросы, и человек начинает нервничать и психовать. Ну, потому что близок к провалу, да? К провалу миссии. Вот. Есть такое у вас. И вы очень многих заставляете нервничать, если честно. У кого-то, что ежедневно вы кого-то заставляете нервничать. Опять же, это могут быть разные люди, но они нервничают, потому что вы вот, буквально вот раскусываете их, потихонечку отрываете. Вот, и очень с вами некомфортно лживым людям общаться. Это есть. Так, работа, скорее всего, на работе. Ну, либо на работе, либо в бизнесе. Очень похоже на людей, которые хотят с вами сотрудничать, либо это какие-то клиенты, потенциальные клиенты, нервничают, но чтобы к вам попасть, либо именно вашими услугами воспользоваться, либо у вас там, купить товар, например. Очень нервничают, что вдруг вы заняты, вдруг у вас нет, вдруг вы кому-то другому что-то продали, либо у вас там запись переполнена. Вот. Какие-то клиенты очень дорожат вами, ну, либо покупатели какие-то очень дорожат вами. И то ли уже были такие моменты, когда люди не могли к вам попасть, то ли пришлось там долго ждать, может быть, человек там не попал к вам, пошел к другому, там все испортили этому человеку. Теперь человек только к вам хочет ходить, только с вами хочет иметь дела. Вот мне идет, что как 2-3 человека очень сильно нервничают каждый раз, вот когда нужно к вам идти, запись делать. То есть боятся, что они не попадут, да, либо там молятся, ну, лишь бы она была свободна, лишь бы меня записали там на ближайшую неделю. Вот как-то так не идет. Клиенты, либо кто покупатели, которые очень дорожат связью с вами и хотели бы только у вас обслуживаться. Такой момент показан. Так, еще какие-то соседи показаны. Ну, либо коллеги, либо соседи, да, потому что и так можно прочитать. Тут больше похоже на женщину, соседку, либо женщина-коллега, которая, ну, то ли мужа своего ревнует, то ли потенциального мужа, там, жених, может быть. Как у вас на работе есть женщина, да, у которой есть парень, либо муж, они тоже вместе, получается, работают, и вы с ними. И вот, возможно, ревнует, либо она вас боится, либо она на подсознательном уровне чувствует, что она там вам уступает, да. Вот какие-то такие моменты, как мужа этого прячет, либо жениха хочет от вас спрятать, чтобы вот лишний раз не соприкасаться. Ну, такое поведение, конечно, глупенькое, да, но тем не менее происходит. Буквально там, не знаю, выглядывает по сторонам, нет ли вас, там, потом проходит с этим мужем, либо мужа впускает, выпускает, чтобы, не дай бог, с вами не встретился. Вот как жениха, либо мужа от вас прячет. И это даже не про ревность, а про страх, что человек вот прям на вас перекинется. Там увидит, что вы такая красивая, пошлет эту свою невесту, либо жену. Вот у кого-то такое может проиграться. И, конечно, нервы тут лечить надо. Да? Женщина с каким-то пограничным расстройством не идет. То есть надо быть настолько неуверенной в себе. Ну что ж ты мужа своего от всех женщин мира спрячешь? Ну так же не бывает, нет. Либо вы верите друг другу и живете, либо ну так нельзя. Лечиться, наверное, надо. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.